Здравствуйте. Меня зовут Айджамал. Я являюсь артисткой и активисткой, и пишу музыку. Меня зовут Эльдана, я блогерю. И вот. И мы вместе играли в театре. Да. И мы вместе в этом замечательном пространстве ставили спектакль, поэтому можно сказать, актриса, авторка, да, сценаристка. Драматургиня. Да, смотрите, это как тут идет, царя. Драматургия, окей, I love it, да. Так получилось, что мы с моими подругами встретились друг с другом в активистском каком-то пространстве, когда мы занимались маршами, митингами, и затем мы просто поняли то, что хотели больше развиваться в каком-то творческом направлении, и решили, точнее, наша подруга Зире предложила вместе создать спектакль на основе Ромео и Джульетты. И затем мы решили, что было бы интересно сделать это более в каком-то бишкекском формате, более знакомым для горожан. И решили сделать Джульетту феминисткой и нашего Ромео ультраправым патриотом. Вот. И так родилась идея нашего спектакля, который позже мы назвали «Моя мир устроена так». Вот. Мы пришли на спектакль «Уя», который ставился в 705 совершенно случайно, потому что изначально мы собирались назвать наш спектакль «Уя», и мы такие, нам надо разведать, да, кто там что-то делает. И в итоге мы увидели то, что театр может быть совершенно другим, каким мы его представляли. Если мы раньше думали, что это какие-то реквизиты, костюмы, огромная сцена, очень много людей, то 705 познакомил нас с другой стороны театром, с камерностью, уютом, честностью и какой-то теплотой и заботой. И таким образом мы познакомились с нашим режиссером Чаладаком Замирбековым и нашей художницей Дариной Манасбек, которые помогли нам создать уже наш собственный проект, спектакль «Мой мир устроен так». И мы, собственно, даже не думали, что есть какие-то другие пространства. И когда мы узнали, что есть 705, мы подумали, что это прям матч, который создан был небесами. Вот. 705 — это про свободу, потому что это независимый театр, не государственный. 705 очень поддерживают молодых режиссеров, вообще творческих людей, и этим очень привлекателен для молодежи, наверное. Расширился прям формат возможного в моей голове. Также я познакомилась с огромным количеством классных людей, с кем мы разделяем интересы и ценности. И да, и 705 такой оказался маленьким, безопасным мирком. Наша площадка в первую очередь поддерживает режиссеров, актеров, художников и вообще всех людей, которые сочувствуют искусству. В основном мы делаем спектакли, но также у нас проводятся и воркшопы, и лекции, и тренинги, и, возможно, выставки какие-то. Вообще все любые какие-то художественные мероприятия. Вот. Акцент все равно на спектаклях. Наши спектакли в основном, там, все зрители, например, называют такими экспериментальными, но на самом деле у нас нету задачи ставить экспериментальные спектакли. Просто, наверное, театр так таковой не супер развит в Кыргызстане, поэтому какие-то там современный театр уже кажется каким-то экспериментом для людей. Мне кажется, вот независимые театры и площадки вообще должны быть распространенной идеей. И 705 является какой-то лабораторией творчества, и которая не подконтрольна цензуре какой-то, не подконтрольна какой-то любой, не знаю, призме и повестке.
При этом люди сюда приходят сами, они могут сюда здесь поставить свой собственный спектакль, свою собственную работу. И театр является этой самой, мне кажется, гибкой формой искусства, которая никогда не повторяет себя. Абсолютно уникальная вещь, которая, когда ты видишь, что человек прямо перед тобой вытаскивает из себя какое-то свое откровение, тратит на тебя свое время, свои чувства, то ты не можешь просто уйти без этого ни с чем. Поэтому я думаю, что 705 очень сильно расширяет наш город в плане того, как нашего кругозора. Иногда ты просто не знаешь, с какой стороны и где найти этот повод, чтобы о чем-то поговорить, да, о внутреннем каком-то конфликте, может быть, экзистенциальном кризисе, о каких-то внешних факторах, которые происходят у нас. И, соответственно, когда вот дается какой-то повод именно вот как спектакль, то людям, мне кажется, легче именно войти в этот процесс разговора. И я думаю, что мы вот эту, наверное, часть как-то покрываем. Мастерская Чингиза Айдарова, или мы ее еще называем Заманбап музей, музеи, да, Заманбап музеи. То есть это мастерская и Чингиза Айдарова, и мастерская группы Заманбап искусства, как мы назвались. Анан биз бул үйдүн күчү жөнүндө кайра айтып кетсек, мен мисалы бул бөлмөдө отурганда бул сүрөттөргө көп карай албайм, анткени көп караганда Марат айткандай мындай аябай жакжайып көздөр менен карап, сени мындай буруп койгондой сезилет да. Анан мен бул жерде көп боло албайм, чынымды айтсам. В общем, такое дело. Мы с Евгением Акшаковым, это Евгений Акшаков, это художник, стрит-артист, концептуальный художник, граффитист, близко не подходящий. Я Чингиз Айдаров, художник, перформансист. И мы, честно говоря, нам в голову не особо идеи не приходят, но мы хотели бы с вами поделиться своими идеями. Мы уже здесь с 2022 года, ноябрь, декабрь. Ну и связано это с тем, что у Чингиза случился инсульт осенью 2022 года. Мы, как друзья, объединились и говорим, надо его переводить в частную клинику, иначе никак. Возник тут же вопрос, а где же деньги? Частная клиника — это очень недешево. И мы решили, что надо заниматься сбором средств. Так обнаружилось, что очень большой круг друзей у Чингиза. И удалось найти средства не только на то, чтобы он прошел реабилитацию, но начал и восстановительный процесс. С Чингизом-то мы знакомы очень давно, пересекались много с ним как художником, тут очень важно обозначить контекст. Он сам художник современного искусства, прошел очень длинный путь от выпускника Чуйкова, он как живописец закончил, и потом прошел школу современного искусства, которую организовывала артист. Это Гульнара Касмалиева, Муратбек Джумалиев, замечательные педагоги, великолепные и такие же замечательные художники. То есть это практически художественный проект их был, в котором и я тоже попал, я там работал, месяц даже работал. Представляете, я вел там сайт по современному искусству, в 2005 году я там работал. То есть с Чингизом нас связывала как-то параллельная жизнь. Ах, вот в чем дело! Я-то думал, здесь баллоны джинынды, там, чё, слышал, капитан ворует с планеты. Это бывшее помещение, которое когда-то было местом бишкекской феминистической инициативы. Мы когда-то с Чингизом здесь тоже были. Вот были рады здесь оказаться, и Чингиз приезжает сюда. А дальше друзья здесь собираются, поддерживают, общаются с ним. И так потихоньку появлялось Заманбап искусство. Почему он так называется? Потому что была попытка уже не о современном искусстве говорить, да, а Заманбап искусство. То есть с 22 года, вот здесь мы уже, получается, 3 года как находимся, и тут разные мероприятия. То есть это место, в первую очередь, место реабилитации Чингиза, это его мастерская. Здесь собраны большая часть его архива, которая была на тот момент разбросана. Привели ее в системный характер. Тут еще помогла Асель, нам просто повезло, да, когда нужна была очень сильно помощь. Мы
очень большая нужна была помощь, сообщество тоже откликнулось и сумело поддержать. И как на эмоциональном уровне, так и кто чем смог, да, так и деньгами, кто картинами, кто дал свои работы, да, чтобы поддерживать. Это очень большое подспорье. И вот мне кажется, что вот это место, оно как бы существует как такое пересечение сообщества. В первую очередь это художественное сообщество. Оно достаточно хрупкое, надо сказать, да? Очень много как бы вызовов, которые стоят перед сообществом. Сейчас куда сложнее. Как раз художникам очень важно какие-то, чтобы были публичные пространства, куда они могли выходить. Но им также важно места, где они могут пересекаться, обмениваться опытом, показывать друг другу, да? Критиковать друг друга и так далее. Все это мероприятия публичные, они открытые, да? Но у них есть своя очень как бы специфика, очень контекстная, она связана с художественными процессами. Они очень стали еще к тому же суперсложными. Геополитическая, политическая ситуация, как внешнем устроена. Там много вызовов. То, что сейчас открывается с одной стороны музеи, да, и это здорово, а с другой стороны есть у каждой как бы страны свой путь обозначается. Да. Но тем не менее, очень хотелось бы, конечно, работать не только с сообществом, но и с людьми, которые более, как бы, чуть дальше находятся от этого сообщества. И мы нет-нет пересекались и с соседями, да, то есть соседи, кто-то приходил, кто-то увлекается искусством, там как-то получилось ли развить, я думаю, все это дело времени, то есть это все будет очень, очень должно долго проходить, да. Вы тоже, что сидите? Быстро выходите на выставку, нахер, захер, парикмахерская. Ну и, конечно, мне кажется, тот способ, который здесь, как организовано, да, это пространство, оно уже предполагает множество вызовов. Оно не такое очень ясное, жестко структурированное, да? Оно очень такое плавающее, флюидное, такое коллективное, да, где немало связано от личной инициативы, кто как может реагировать. Но, тем не менее, согласен, 3 года — это очень большое время, которое смогли справиться. Да? Это получается на таких достаточно личных инициативах выстроенные. И вот получается, чингизовская история, она вот так, все это сколыхнуло, да? Это все происходит вместе. То есть пространство существует как и в виртуальном, я имею в виду не соцсети, да, виртуальном имеется в виду концептуальном уровне, так и физическом. Да, мы теряем сейчас физическое, но я думаю, что можем приобрести и усилить даже концептуальную ее часть. Да. Будет пафосно и чуть похоже и знакомо. В чем сила этого пространства и места? Ну, наверное, в любви к искусству. Я считаю, что сила этого места в людях, именно в художественном сообществе, оно ничего нам не дает именно вот с точки зрения таких материальных каких-то благ, да. Но почему-то мы делаем это, и мне кажется, что вот это вот какая-то сила внутренняя и вот это желание все равно, да, как-то заботиться, думать о том, что происходит у нас в Кыргызстане и в Центральной Азии. Мне кажется, что это, ну, действительно героизм со стороны художественного сообщества. Вот. Бул жер үй биринчиден. Анан ошол бул жер үй болгондон кийин ушул дагы көп күч берет ушул жерге. Анткени заманбап искусство жөнүндө сүйлөшсөк, ойлосок, көп мезгилдерде мындай түшүнүксүз, анан мындай бир нерселердей көрүнө берет да. Анан көптөрү мисалы музейге барганда бул эмне деп мындай порог входа десек, аябай чоңдой сезилет да, музейлер жөнүндө, заманбап искусство жөнүндө. Анан бул жерде үй болгон үчүн бул жерге адамдар келип, анан мындай оңоюраак болот да, бул мындай картиналар менен мындай мамиле түзүп, аларды көрүп, бул эмне экен, кандай экен, анан Чыңгыз менен отуруп, сүйлөшүп, чай ичип, ошол менимче аябай сонун нерсе ушул жердин көп күчү. Поэтому мы надеемся, что мы вот эти работы будем возить по другим городам, показывать их, да, вот эти его работы, его записи. То есть тут важно поработать с его архивом и выходить на более широкие пространства.
не замыкаясь только в музее. Это же документ же все. Умрем, это все потом выплывет. Внуки Чингиза смотреть будут. Нет, может, передача про нас, про эпоху. Ты с расчетом, да, на это делаешь? Нет, неправда. Если бы я с расчетом... Нет, ну как с расчетом? С расчетом на архив, да. Но не с расчетом все, потому что меня никто не спонсирует, меня никто это... Абсолютно независимый проект. Да, ну ты же Самый хочешь, лучший, ты же делаешь единственный. это, чтобы попасть в архив же? Ну как, я же работаю. Вот говорить про художника, что он пытается там привлечь внимание, это я вот согласен с Куликом, который написал. Странно, когда, говорит, пишут про художников, что он хочет, он, говорит, привлекает внимание. Художник априори уже своим творчеством привлекает внимание. Странно про него говорить, что он привлекает внимание. Но художники же есть, которые просто провоцируют, выбирают такие темы специально, чтобы они говорили. Ну, я не то, что провоцирую специально. У меня тяга есть вот это, знаешь? Вот есть, не знаю, вот у меня вот это больше получается, именно чуть-чуть на грани провокаторства. Но я хочу именно баланс, вот как с Колпаком. Видишь, не предъявишь же ничего. Хотя ты понимаешь же месседж, но не предъявишь по факту. Ну да. Понимаешь? Вот. Ложь.